Мамы бывают разные, но объединяет их любовь. Матерей второго плана и не бывает. Роль матери во всех произведениях, она разная. Тем трагичнее ее образ в этом произведении как матери. Роман действительно очень интересный. Это очень яркий персонаж. Я графиня Ростова. До сих пор, слава богу, была и остаюсь другом своих детей. Любит безусловной любовью, материнской любовью, которая пройдет через все испытания. Я мать поэта. Я сын. Мамой быть прикольно и очень здорово. Образ матери в русской литературе раскрыт достаточно широко. И в нашем проекте в этапе по русской литературе мы охватили образ матери, который раскрывается с начала XVII века по сегодняшнее время. Школьники, студенты, учителя, преподаватели, библиотекари предложили образы, которые можно было бы оживить. Это мамы, которые любят своих детей, несмотря ни на что. Они защищают их, оберегают, стремятся дать им лучшую жизнь. Съемка этапа русской литературы началась в ноябре. До конца года предстояло оживить 10 образов из русской литературы и показать разнообразие характеров, судеб и жизненных ориентиров. По наблюдениям литературоведов, образ матери является одним из самых чистых и искренних женских образов в русской литературе. Мать – начало начал для каждого человека. И художники ярко выразили это чувство в своих текстах, каждый по-своему, но с объединяющей все произведения мыслью важнее и нужнее для каждого из нас не найти человека на земле. Проект «Мама в книге», который изначально был призван актуализировать роль матери в книге, по моему мнению, вышел вообще за пределы именно своей изначальной цели. Он в ходе своей, так скажем, реализации работы вышел далеко за рамки и стал таким масштабным, значимым, партнерским, таким, даже сказать, немножко глобальным проектом. Да? И несмотря на всю ситуацию с пандемией, он легко смог адаптироваться, он оказался таким гибким и таким инновационным. И мне кажется, он достиг вот этой своей основной цели и легко прямо и так очень гармонично смог привлечь внимание к литературе, как нашей якутской, к российской, так и зарубежной. Одним из первых произведений, отснятых на этапе русской литературы, стала повесть «Тарас Бульба» Гоголя. В отрывке мать встречает сыновей после долгой разлуки и рада их увидеть, хотя им придется вновь расстаться. В образе матери Остапа и Андрея Гоголь показал всех женщин Запорожья того сурового времени. Образ эпизодический, однако стал символическим в произведении и в литературе. Для многих участников съемки в проекте стали первым подобным опытом. Фотографы, команда проекта старались создать все условия, чтобы участники могли раскрыть и передать характер, переживания героев. Мне очень понравилось принимать участие в проекте «Мама в книге». Очень замечательный проект. Я снимаюсь уже второй раз для проекта. Первый раз я был в роли сына Тараса Бульбы. Активно принимал участие в голосовании. Очень было интересно именно то, что динамику выбрать победителей. Мамы в повести Гоголя Тарас Бульба достаточно мало, но мне кажется, что это очень яркий персонаж, потому что в самом начале повести она встречает своих сыновей, которых любит безусловной любовью, материнской любовью, которая пройдет через все испытания. Поиск локаций для съемок занимал достаточно много времени. Описанные в произведениях места нужно было отразить максимально реалистично. Особую сложность вызывали поиски интерьера начала XIX века. Отрывок из произведения «Война и мир» был отснят в одном из мебельных салонов города. В этом отрывке оживляется графиня Ростова. Идеальный образ матери и жены, традиционная матрона российского дворянства, уважаемая в светском обществе. Многодетная мать, чей облик внушал окружающим уважение. Переживая все выпавшие на ее долю злоключения, она продолжала проявлять заботу о детях.
В отрывке «Ночной разговор» она общается с дочерью. Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших наслаждений матери и дочери. Постарался этот образ получить, теперь еще осталось все это, естественно, немножко доработать. И будем смотреть. Одними из самых трагичных образов стали образы матери по произведениям Горького «Мать» и «Реквием» Ахматовой. Ниловна – олицетворение любви как понимание предназначения и важности пути своего ребенка. Мать Павла Власова продолжает революционное дело своего сына. Пелагея Ниловна всю жизнь будто и не жила, однако жизнь обретает смысл. Она распространяет листовки для рабочих. Любовь к сыну становится шире и превращается в любовь ко всем людям. Этот образ символизирует мать-родину. Это женщина как бы такая хрупкая внутри, и внутри такая одновременно сильная мать. Как бы роль матери во всех произведениях, она разная бывает. Мне предложили эту роль, я с радостью согласилась. Вспомнила это произведение спустя 30 лет. И было очень интересно участвовать в этом проекте. У Ахматовой страдания матери соотносятся со страданиями Богородицы, а муки сына с муками распятого Христа. Этот образ – приговор бесчеловечной системе, обрекающей матерей на неизживаемое горе. Ахматова, конечно, глыба для русской литературы, и тем трагичнее ее образ в этом произведении как матери. Это боль, страдания, невозможность преодолеть обстоятельства. «Реквием» является траурным гимном этим страшным очередям из женщин с голубыми от холода губами, которые кидаются в ноги палачу, чтобы узнать судьбу родных. Идея съемок оживлена и вдохновлена по иллюстрациям к поэме. Главными партнерами проекта стали Саха-академический и Русский драматический театры. В съемках проекта также привлекались артисты. Одним из таких моментов стал отрывок из рассказа Шукшина «Материнское сердце». По сценарию мать приходит навестить сына, которому грозит тюремный срок. Исполнительнице роли матери необходимо было выразить всю любовь, отчаяние и желание помочь своему сыну, несмотря на его вину. А слезу можете спустить? Могу. Пожалуй, самыми сложными были съемки на улице, когда температура воздуха была ниже 0 градусов. Главной героине предстояло изобразить Марию, женщину, которая преодолевает жизненные тяготы и спасает замерзающих детей. Одежду детей 40-х годов прошлого века волонтеры проекта искали самостоятельно. Сложность съемок состояла еще и в том, что в кадре одновременно находились 7 детей разного возраста, и за короткое время нужно было скомпоновать кадр. А фотопроект «Мама в книге», реализуемый смарт-библиотекой, он очень интересный и имеет большую социальную значимость, потому что большинство произведений, которые мы читаем, там, конечно, везде присутствует роль матери, но большей частью она может проходить как роль второго плана. Хотя мы понимаем, что у матерей второго плана и не бывает. Это всегда такая лидирующая позиция в жизни любого человека. Поэтому проект «Мама в книге», он очень интересен, что мы можем обратить внимание на матерей в разных их ситуациях, в разных произведениях. И проект интересен тем, что каждый раз локации меняются, появляются новые партнеры проекта, такие как музеи, театры, и это объединяет людей в такие сложные времена, как сегодня. По итогам съемок подготовлено 10 фотопортретов матерей из русской литературы. Каждый образ отражает проблемы, чаяния, надежды матерей своего времени. Мама в русской литературе – верная жена, защитница своих детей, народа и Родины.